Страница большой истории, в которой Кавказ предстает не как точка на карте, а как целый мир. Традиции, история и дух народа – все это находит отражение в полотнах экспозиции «Кавказская сюита». Вы знаете, что и в стране, и в республике у нас проходят большие мероприятия, посвященные 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. И сегодня мы благодарны нашему автору всех произведений, который согласился представить свои работы, Казбеку Французову, чтобы наша молодежь более глубоко осознала то, что происходило, то, что происходит. И вот эти вещи, они все равно воспитывают в молодежи чувство патриотизма. Казбек Французов – признанный мастер, художник, дизайнер и конструктор, член Академии наук. Окончил престижное Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной, факультет дизайна. Участвует в выставках с 1975 года. Родившись в период депортации своего родного карачаевского народа, он передал всю боль людей в своих работах. Автор этих работ – человек, философ, человек, который глубоко мыслит. Человек, который изучает, а потом уже работает. Человек, который пишет эзотерические работы. Художник сочетает наследие карачаевского народа с выразительными средствами современной живописи. Особое внимание уделено работам, вдохновленным Ингушетией и ее культурой. Среди них такие работы, как, например, «Мировое яйцо», которое написано по мотивам ингушского нардского эпоса, а также «Утро в горах Ингушетии». Они были созданы автором после знакомства с повестью Созерком Альсагова «Адские острова». Картины достаточно яркие, приковывают свое внимание. Композиционно работы разделены на 3 части – ингушские этюды, Карачай и его история, нардский эпос. Экспозиция привлекает внимание не только профессионалов в сфере искусства, здесь близкие и друзья автора. Для многих это возможность по-новому взглянуть на родной Кавказ. Эта выставка говорит о том, что мы друг друга должны уважать так же, как он в своих картинах рисует нашу жизнь, наш быт. Казбек Французов не только талантливый живописец, но и скульптор. Одна из лучших работ автора, по словам его супруги Тамары Бетировой, это мемориальный памятник жертвам политических репрессий «Скорбящая мать». Смотрите, сколько у этой женщины на лице страданий и даже уверенности при этом, как она прижала своего ребенка. Вот так наши матери спасали своих детей, своих внуков. В зале еще десятки работ, каждая из которых наполнена философией гор и глубокой эмоциональностью. Это, например, башня Ингушетии. С удовольствием смотрела ее, любовалась. У него очень интересная графика. Он вообще, у него кисть необыкновенная, красивая, он узнаваем. Мне он очень нравится. Выставка «Кавказская сюита» – это художественный рассказ о единстве народов, о сохранении культурного кода через живопись. Для того, чтобы узнать, что такое искусство, что одна из ветвей искусства – это живопись, графика, увидеть, как видят мир, историю, культуру, представители разных народов или в отдельности каждый из художников, для того, чтобы воспитать будущее поколение на этих эмоциях, на этих знаниях, на этом опыте. Работы Казбека Хусеевича находятся в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Владимира, Ставрополя и у частных коллекционеров в США, Турции и других стран. Он является одним из выдающихся представителей своего народа, который внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства своей республики и страны. Кавказская сюита – это не только возможность прикоснуться к высокому искусству, но и шанс по-новому взглянуть на богатство культурного наследия народов Кавказа. Выставка доступна к посещению в Государственной выставочной галерее с 22 апреля по 6 мая. Вход свободный. Амина Зязикова, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.